На месте старого аварийного здания, стены которого были в трещинах, здесь возводят новый дом культуры. Объект площадью 1377 квадратных метров строит по нас проекту «Культура». Вместо 100 посадочных мест в новом здании предусмотрели 250. На данный момент половина работы выполнена. Сейчас мы заканчиваем бетонные работы, монолитные. Думаю, в ближайшее время это закончим. И уже в ближайшее время начинать будем облицовку здания. Вообще облицовка здесь идет фасадная штукатурка с покраской. В постельных тонах это все будет, а крыша наплавляемая, кровля. В проекте предусмотрены все условия, необходимые для учреждения культуры. Также будут установлены лифты для комфортного передвижения маломобильных посетителей. По данным районной администрации, всего в Джейрахском районе проживает около 4000 человек. Строительство нового социального объекта на этом месте было необходимо. Когда мы проводили сход граждан района, не только села Джейрах, а сход граждан района, там мест иногда бывало мало. Вот у нас будут посадочные места, и будем проводить сходы граждан. Помимо этого концертные мероприятия, которые мы будем проводить. Кроме проведения мероприятий, здесь еще откроют кружки культурного воспитания подрастающего поколения. Если раньше в маленьком помещении их было всего 2, то в будущем их планируют довести до 6. Здесь будут заниматься шахматами, вязанием и другими. Дети смогут учиться и развиваться, занимаясь любимым делом. Там есть танцевальные кружки, разные, развлекательные. Это необходимо для нашего подрастающего поколения. Также в новом Доме культуры отведут уголок для любителей книг. Директор централизованной библиотечной системы Люба Льянова вспоминает, как нелегко было работать в тесном помещении, где не было даже читального зала. Но уже в декабре текущего года для них оборудуют отдельный блок в Доме культуры со всеми удобствами. Радуемся, что нам стали строить ДК и вместе с библиотекой. Надеемся, что у нас будет просторное помещение с читальным залом и абонементом. Наш проект «Культура» разработан в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. В его рамках в Ингушетии с 2019 построено 12 социально-культурных объектов. Абдул-Мажид Халухоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.